Глава государства не зря подчеркнул: давайте оценивать работу не по отчетам, а по делам. Потому что цифры — это хорошо, но что за этими цифрами? Насколько они объективны? А если и успешны, то на фоне кого и чего? И Александр Лукашенко сразу же приводит факты. По итогу года объемы производства снижены практически во всех отраслях промышленности – минус 4%. Но только ли в этом проблемы? У президента конкретный пример, почему в области не все хорошо, и еще более конкретный посыл для всех присутствующих на совещании. Там катастрофа может быть завтра. Ну, я привожу часто пример с падежом скота. Коров и телят. Ну, давайте дальше посмотрим. Вы же во втором, третьем колене, а кто-то и в первом, крестьяне, деревенские люди. Если нет коров, нет телят. Но если нет коров и телят, Горлов думает, что будет? Не будет ни мяса, ни молока. Понимаете? Опять 90-е годы. Ну, конечно, они уже не будут. Но вы должны помнить, что происходило, Наталья Ивановна, в 90-е годы, когда есть было нечего, и мы с тобой любовались, и Сергеенко рядом с нами на голые полки. Но он был генералом, да, ему там, может, что-нибудь и перепадало. Еще ну, может, и тебе ты начальником там была. А я это помню, присаживайтесь. Поэтому нельзя этого допустить. И мы констатируем сегодня, что эту проблему мы не решили.